Моя бабушка по материнской линии, Гридмам Пелагея Алексеевна, а, работала всю жизнь в Глотовской средней школе Удырского района, ну, 8-летней школе, наверное. Была учителем начальных классов, и очень знаменательный факт есть в ее биографии, и получается в биографии нашей семьи, что в 19 лет она была в составе первой делегации учителей, которых награждали в Москве. Она получила медаль за трудовую доблесть. И по отцовской линии у меня тетя в Обячевской школе работала всю жизнь, тоже учитель начальных классов, тоже прекрасный человек, прекрасный педагог. То, что они какие зерна проронили, это потом подействовало очень сильно. И я пришла в школу, любя ее, и эта любовь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там случаи и так далее, только усиливалась, только она такая романтизировалась, можно сказать, и дальше. Вот на выпускном вечере в Обячевской средней школе там присутствовали мои родители, мама и папа Светлана Михайловна, Василий Павлович, и подошла к нам директор школы, вот учитель русской литературы. И она просто с нами поговорила, сказала, что ваша дочь талантлива в этом плане, да, и, мол, я думаю, что ей нужно поступать на коми-отделение университета. Все было решено. И так я поступила в университет, но утвердилась уже в своем, своей профессии на практике. Практику проходила в Гурьевской средней школе и на 4 курсе, и на 5 курсе. Там была Екатерина Степановна, учитель коми-литературы. В профессиональной деятельности она стала моим первым наставником. Она, значит, ходила по классу руки за спину. И я, видимо, так же ходила, потому что ученики улыбались очень тактично. Вот, и подражала Екатерине Степановне. И она потом, когда мы уже разбирали урок, она сказала: Лена, ты ведь молодая девочка, а я уже пенсионерка. Будь такой, какая ты есть. Мне посчастливилось, я считаю, работать 8 лет в Куратовской средней школе. И там, я считаю, что моим вот наставником, показавшим, старт, что ли, давшим вот уже моей профессиональной деятельности, Валентина Николаевна Ульянова. Она слушала мои уроки. Я ей очень благодарна за это, потому что дети не слушались меня вначале. И потом она сказала, что, Елена Васильевна, я достаточно послушала несколько уроков. Вот, дальше тебе нужно самой. И ключик каждому ученику нужно будет все равно искать самой. Искать и найти. И такие важные слова в университете, когда я уже стала аспирантом и стала работать. Огромное влияние на меня оказало. Огромную роль в моей жизни играла. И сейчас играет Вера Алексеевна Латышева. Ее образ, ее, не знаю, слова, разговоры с ней, ее взгляды на литературу. Я думаю, что всем ее ученикам и сейчас очень важны, и в нас они живы. Вот это основные наставники, если иметь в виду профессию. Если иметь в виду профессию. Но наставник – это, оно действительно более широкое, что ли, понятие, не только в профессиональном плане. И счастлив тот человек, которому вовремя, в какую-то трудную минуту или в перепутье, да, на распутье, в период взросления попался такой человек, который его поддержал, который не приказывал, не требовал, например, что-то. Да, возможно, и это тоже. Вот. А как-то вот, если начинал падать человек, то та личность, которая ему попалась, он поддерживал, не давал упасть.
если нужно было сделать выбор, та личность, наставник, не делал выбор вместо тебя, а в чем-то подсказал, что-то открыл. И, конечно же, мне бы хотелось, чтобы я кому-то тоже была наставником неформальным, неофициальным. Вот. А тот человек, ну, почувствовал, что от меня получил что-то хорошее в жизни.